В Бишкеке сегодня ближе к обеду прогремел взрыв, в результате которого был ранен российский предприниматель. Как сообщают правоохранительные органы, случилось это на пересечении улиц Исанова и Рыскулова. В 11:28 в милицию поступил звонок о том, что возле дома были слышны хлопки. На место происшествия выехала следственная группа УВД Первомайского района, ГУВД столицы и МВД. Выяснилось, что самодельное взрывное устройство было установлено пару дней назад. Бомба была установлена в кустах. Взорвалась дистанционно, когда рядом проходил российский предприниматель Александр Гайдуков. Он шел на работу, по этому адресу расположен его офис. ГУВД столицы пока не подтверждает версию о покушении. Возможные версии случившегося будут озвучены после изучения оперативных данных. Между тем, бизнесмена увезли на скорой. Мужчина получил множественные оскольчатые ранения бедра и кисти. Но позже в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии сообщили, что пострадавший от взрыва Александр Гайдуков от госпитализации отказался. Отметим, на жизнь предпринимателя покушаются уже во второй раз. Первое покушение произошло в апреле 2016 года здесь же. Преступник стрелял в него, но промахнулся. Виновных тогда не нашли. По некоторым данным, Гайдуков регулярно приезжает в Кыргызстан с 1988 года. У него есть бизнес и в России, и в Кыргызстане. Уголовное дело возбуждено, но обвинений никому не предъявили. Правозащитники сегодня обратились к президенту страны с просьбой взять под личный контроль случай, который произошел в воинской части Койташ. Там, как ранее рассказала руководитель правозащитной организации Кылым Шама Азиза Абдрасулова, старшие офицеры издевались над солдатами, заставляли выполнять работу не по уставу, копать арыки, ремонтировать машины, вывозить навоз у частных лиц. В случае неподчинения стреляли им под ноги. По ее словам, военная прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Однако возбуждено оно по факту, а не в отношении кого-либо. Пока только командир части был отстранен от занимаемой должности. В свою очередь, Генеральный штаб сообщает, что служебное расследование подтвердило факты избиения солдат-срочников и использования их труда. Об этом заявил начальник управления правового обеспечения и противодействия коррупции Генерального штаба Темирбек Козуев. Но, подчеркнул он, никто под ноги солдатам не стрелял. Расследование продолжается, и виновные будут наказаны, заверил Темирбек Козуев. По его словам, возбуждено также уголовное дело в отношении фельдшера, который не оказал необходимую медицинскую помощь избитому прапорщиком-солдату. Изучить причины и привлечь к ответственности виновных лиц поручил сегодня президент Сооронбай Жээнбеков секретарю Совбеза Дамиру Сагынбаеву. Сегодня главе государства рассказали о ходе расследования уголовного дела, о неуставных отношениях между военнослужащими. Так сообщил Дамир Сагынбаев, уголовное дело было возбуждено 18 июня. Следственные мероприятия проведены, судебно-медицинские экспертизы получены, виновные установлены. Рассматривается вопрос о привлечении их к уголовной ответственности. Сооронбай Жээнбеков поручил секретарю Совбеза изучить причины и условия, которые привели к нарушению законности и дисциплины. Кроме того, дано указание военной прокуратуре привлечь к строгой уголовной ответственности виновных лиц в рамках действующего законодательства. И снова автомобили, завезенные в страну незаконно, обнаружили силовики. В этот раз выявлена контрабанда автомобилей представительского класса. Госкомитет нацбезопасности на данный момент выясняет, причастны ли к этому сотрудники ГРС. Количество ввезенных авто пока не разглашается, но известно, что это машины марок Lexus, Toyota и Volvo. Они были доставлены в страну без внесения таможенных платежей, но в нарушение закона зарегистрированы в органах ГРС. По предварительным данным, ущерб от незаконного ввоза составил порядка 3,5 миллионов сомов. В ходе расследования дела государству возместили 1 миллион 388 тысяч сомов. Южная Корея подарит Кыргызстану 2 кареты скорой помощи и 2 пожарные машины. Детали этого вопроса обсудили посол Кыргызстана в Республике Корея Кылычбек Султан и представитель пожарной службы города Сеул. По закону Южной Кореи пожарные машины по истечении 8-летней и машины скорой помощи по истечении 5-летней эксплуатации подлежат списанию путем продажи или передачи развивающимся странам на безвозмездной основе.
Также сообщается, что в следующем году в Кыргызстане планируется реализовать проект по строительству 4 пожарных частей, в рамках которого будут направлены 12 пожарных машин. Также пожарная служба Кореи готова организовать тренинги для сотрудников МЧС и Министерства здравоохранения. Миллиард с лишним в долларах перевели в Кыргызстан мигранты за эти полгода. По данным Национального банка, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатель увеличился на 138,5 миллионов долларов. Более 90% денег перечислено из России. Это 1 миллиард 205 миллионов долларов. На втором месте по объему переводов находится США – почти 12 миллионов долларов. Продолжается прием заявок и аккредитация в рамках третьих всемирных игр. Пока ожидается участие около 2000 спортсменов из 53 стран. На сегодня больше всего участников зарегистрировано из Кыргызстана – 458. Затем идут Россия – 235 и Казахстан – 195. Прием заявок завершится 15 августа. Состязания пройдут по 37 видам спорта. Всего разыграют 594 медали. Призовой фонд составит более 26 миллионов сомов. 12-13 августа резко изменится погода, сообщает Кыргызгидромет. В большинстве областей Кыргызстана временами ливни и грозы. На летних пастбищах в горных районах дождь, переходящий в снег. В отдельных районах осадки сильные. В первые дни следующей недели ожидается понижение температуры воздуха до 26-28 градусов тепла.